В Назрани на базе городской поликлиники открылся региональный центр редких орфанных заболеваний. Он открылся при поддержке фонда «Круг добра». Ранее дети, состоящие на учете как страдающие редкими заболеваниями, проходили лечение по месту жительства, не всегда имея возможность получить полноценную помощь. С открытием центра каждый ребенок сможет наблюдаться под пристальным наблюдением профессионалов. Там будет осуществляться лечение, сопровождение и психологическая поддержка. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал законопроект, затрагивающий широкий круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности на воде. Документ, в частности, закрепляет понятия в области безопасности людей на воде, устанавливает обязанности граждан за нарушение законодательства и определяет обязательные требования к использованию лодок и маломерных судов. Отделение Социального фонда России по Ингушетии выплатило специальную социальную поддержку более чем 5000 медицинских работников в 2024 году. Выплаты предназначены для врачей и среднего медперсонала первичного звена, районных и участковых больниц, а также скорой помощи. С марта 2024 года размеры выплат были увеличены, особенно значительно для работающих в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Медработникам не нужно подавать заявление, выплаты начисляются автоматически. Госдума рассмотрит законопроект, защищающий покупателей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. Об этом на своей странице в соцсетях написал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что чаще всего подобное происходит при покупке авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом. Люди даже не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, СМС-оповещения и так далее, пояснил политик. Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ наблюдается в 49 регионах страны. В 35 субъектах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве. Также за неделю в России зарегистрировано 8200 случаев COVID-19, что на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в ведомстве. МВД рассказала о мошеннических схемах при совершении онлайн-покупок, связанных с приобретением игровых предметов или аккаунтов. По данным ведомства, злоумышленник выступает от имени покупателя, например, аккаунта в компьютерной игре, связывается с владельцем аккаунта и предлагает приобрести его дороже рыночной стоимости. В ходе переписки мошенник высказывает сомнения по поводу сделки и просит дать контакты лица, которое может подтвердить, что жертва действительно является владельцем этого аккаунта. Получив контакты человека, согласившегося выступить в качестве поручителя, аферисты создают копию его аккаунта в мессенджере с использованием подменного номера и уже от его лица связываются с потенциальной жертвой, рассказывают в МВД. Ингушские спортсмены завоевали 5 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые медали на открытом турнире по грэпплингу и ММА Кубок Дагестана. Соревнования проходили в Дербенте. Тренирует спортсменов Джабраил Костоев. Все участники турнира представляют бойцовский клуб «Килар».